Занимаюсь кураком, наверное, с 12 лет, а профессионально с 2014 года. А, Это вначале было мое хобби. Я занималась этим, когда хотела себе шить какие-то вещи из лоскутков, из остатков. В 2014 году я задумалась о том, что бы я хотела делать. Я на тот момент развелась, и то есть мне надо было искать работу и как-то обеспечивать себе жизнь, да, себе жизнь. И поэтому я задала себе очень важный вопрос, что бы я хотела делать, и что я люблю больше всего делать. И на ум пришел то, что я люблю шить курак. Мне нравится именно, что женщина, которая думает, что она не умеет, что у нее нет таланта, приходя и начиная шить курак, понимает, что как много в ней заложено таланта, о котором она не подозревала. Да, поэтому мне вот именно преподавание приносит огромное удовольствие. Мы пошли на Дордой, где продают оптом ткани, и мы подходили к каждый контейнер и просили эти образцы. Это был первый раз, когда я собрала, именно переработала то, что должно было быть выкинуто. Если бы я не стала бы преподавать, наверное, у меня не произошел бы такой большой рост именно в художественной сфере, потому что, работая с разными женщинами, с разными творческими личностями, начинаешь развиваться. Когда ученики говорят: Чулпона, что есть новенького, что мы еще хотим чему-то научиться, ты начинаешь генерировать, думать: так, что я еще могу предложить, чему я еще могу научить, начинаешь искать новые техники, новые формы, новые какие-то изделия, которые можно было бы сделать, адаптировать под современную жизнь. И когда я вижу работы своих учеников, я каждый раз поражаюсь тому, насколько талантливые и многогранные наши женщины. Иногда даже, знаете, иногда даже не я езжу, а мои работы самостоятельно выезжают, поучаствуют в выставках, приезжают, я сижу дома, их жду, радуюсь. Я шила, когда сильно болел мой папа. Я помню, мне было так страшно, я была так напугана, я не знала, что делать, я переживала за его здоровье, за его состояние. И чтобы успокоиться, я садилась и шила, потому что иначе я не могла себе найти место. То есть все, что я шила, о чем я мечтала, и что казалось совершенно невероятно несбыточным, оно все воплотилось. И я, когда шила это, завершила это кашего, у меня было ощущение, что как будто бы все двери мира распахнулись для меня.